Начнем мы с очень простой вещи. Я расскажу немножко, что такое вообще джиотиш. Что такое джиотиш? Вот что значит это слово. Мы начнем с такого простого пункта. Итак, слово джиотиша на санскрите, это произносится так, джиотиша, образовано от слова джиотис. Есть известная мантра, в котором это употребляется слово, может, она даже как-то вы услышали. Джиотис означает на санскрите свет, либо световые явления. А вот слово джиотиша, производное от слова джиотис, означает небесное тело или нечто, относящееся к небесным телам. То есть все, что относится к небесным телам и световым явлениям. И вот из этого термина даже уже следует то, что это немножко шире, чем непосредственно та тема, которую мы понимаем как астрологию сейчас. И действительно, джиотиш, как традиционная индийская практика, существующая длительное время, включала в себя несколько частей. Таких частей 4. Вот если логически разделить, можно посмотреть, что их 4. Они совершенно разнородны, и они разнородны как по происхождению, так и по своей структуре, предназначению, функциям. Давайте разберемся, что это такое. Итак, первая часть того, что называли в Индии джиотиша, это, собственно говоря, астрономия, наблюдательная астрономия и вычислительная астрономия. То есть это правило исчисления положения светил на небе, это правило вычисления сезонов, периодов, календарных периодов, сам календарь, это изучение фаз Луны, наблюдение планет. И вот эта вся наука, которая сейчас занимается наблюдательной астрономией, вычислительной астрономией, современные дисциплины, она также включалась в это понятие. То есть люди, которые занимались, собственно говоря, астрологией, прогнозированием, натальной астрологией вопроса, они также занимались и наблюдениями неба, и вычислительной практикой. Потому что это только в наше время мы можем использовать компьютеры, программы, какие-то, раньше эфемериды. Но это было необходимо, и это было неотъемлемой частью практики. Извините, да. Что первоначально? Астрология или джиотиш? Сейчас Что от чего пошло? Сейчас я расскажу. Да. Спасибо. И если говорить о происхождении, то вот эта часть того, что мы называем джиотиш, самая древняя, безусловно. Самый древний текст на эту тему – это так называемый Джиотиша Виданга. Это не очень большой текст, который является астрономическим таким пособием по, скажем так, расчету ритуалов. То есть изначально вот эта часть возникла, как у всех народов, для расчета ритуалов, расчета календаря, расчета разнообразных событий, выбора времени для событий. Естественно, эта часть самая древняя. И когда говорят, например, что джиотиш упоминается в Ригведе, то де-факто упоминается именно вот эта часть джиотиш. Именно вот это. То есть, например, там употребляется слово накшатра. Но накшатра, кроме специфического астрологического смысла, как определенные лунные созвездия, имеет и общий смысл. Например, это просто созвездие любое на небе или звезда. Так что, когда мы говорим о такой древности джиотиш, о его укорененности в глубину веков, то прежде всего имеется в виду, в научном таком понимании, именно вот эта часть наблюдательной астрономии и расчета. Теперь вторая часть. Вот сейчас я отвечу на ваш вопрос, который вы задали. Это, собственно говоря, то, что мы понимаем сейчас как астрологию. То есть это некая практика, которая ориентирована на изучение карт рождения, карт вопроса, и карты, например, выбора времени и других подобного рода объектов с целью прояснения, например, судьбы человека, либо предсказания событий, либо ответа на какой-то вопрос, либо выбора времени для события или какого-то ритуала, мероприятия, в том числе, например, для ведения войны это использовалось. И этот тип астрологии, он не является, не является специфически индийским. Сейчас я немножко на эту тему расскажу. То есть на самом деле это часть общей традиции, которая связана была с Вавилоном и Грецией прежде всего.
и которая как бы частично заимствовалась, частично была развита в Индии, как бы, так сказать, трансформирована, переведена на какие-то локальные рельсы, что называется. И этой традиции, около 2000 лет, то, что мы можем совершенно четко сказать. Поэтому, конечно, это более поздняя традиция. Вообще все вещи, связанные с индивидуальным гороскопом, они достаточно поздние. То есть первые индивидуальные карты, они появляются примерно в V веке до нашей эры. То есть это не то, что мы, по крайней мере, мы точно знаем. И один из самых древних текстов на эту тему, который нам достоверно известен, это текст под названием Явана Джатака. Что такое Явана Джатака? Джатака – это рождение, а Явана так называли ионийцев, греков. То есть это греческая книга о рождении. И на самом деле вот считается, что эта книга является таким переводом или пересказом или компиляцией греческих трактатов на эту тему. И, конечно же, по тексту там это видно и понятно. Это натальная карта? Это, собственно говоря, астрология. То есть там рассказываются свойства планет, свойства созвездий, там рассказываются, какие, допустим, последствия для судьбы человека несет положение планеты в том или ином доме, в том или ином знаке, конфигурации, расчет периодов и так далее. То, что Джьотиш был, скажем так, астрология была, по крайней мере, частично заимствована у греческих авторов, об этом и пишут многие авторы индийские. Например, один из великих астрономов и астрологов Древней Индии Варахамихира, который написал книгу под названием Бригаджатака, большая книга о рождениях. Она тоже, в принципе, она очень известна, была переведена на русский с английской версии. А можно еще раз, как она называется? Бригаджатака. Бригаджатака. Большая книга о рождениях, на самом деле она по объему не очень большая. И Варахамихира там периодически указывает, что по поводу этого греки думали таким способом, по поводу этого греки думали таким способом. То есть прямые такие указания, что все-таки это было. По крайней мере, это знание развивалось в контакте с греческой цивилизацией. О самом Варахамихире очень много интересных историй, в частности, есть такая версия, что он даже посещал Грецию. Он очень много путешествовал, действительно, и посещал Грецию. Насколько это достоверно, достаточно сложно сказать. Хотя вполне возможно. Он был таким очень разносторонним человеком. Написал, в частности, такой большой трактат, который называется «Бригад Самхита». И вот как раз о теме, которая обсуждается в «Бригад Самхите», я сейчас немножко хотел поговорить. Так, это вторая часть, то, что называется Джьотиш. Но есть еще две интересные части, две интересные практики, две интересные области, которые непосредственно связаны с Джьотишем. Вот третий сегмент – это все, что связано с темой, это называлось на санскрите нимитта, то есть знамения или предзнаменования или знаки. Вот типов этих знаков, знамений было очень много. В частности, если мы возьмем Бригад Самхиту, который представляет собой огромный такой сборник разного рода знаний, касающихся Джьотиша, то там мы найдем очень много типов предсказательных практик, которые связаны с наблюдением за какими-то объектами. Например, это могут быть небесные тела, но не в ключе, как рассматривает это натальная астрология, когда мы рисуем карту рождения и так далее. А, например, вот там написано, если Сатурн у вас в определенном состоянии имеет такую-то дымку, вот это свидетельствует о том-то. И так далее. Также там описаны знамения по поводу метеоров, комет, наблюдения комет, разнообразных погодных явлений. И такие странные, на наш взгляд, вещи, которые в целом для древней цивилизации достаточно привычны. То есть, например, там есть главы о изучении полета птиц. Каким образом по полету птиц можно получить какую-то информацию. Главы, которые посвящены крику ворон.
Причем это все действительно написано, но вот, хотя, конечно, понять, что же там все-таки имел в виду Варахамихира, как бы там описываются разнообразные крики ворона, которые он издает. В частности, вот звук пхак-пхак. Что это такое, я не очень понимаю, честно говоря, но вот так написано. Это для определенного человека или для всех? Нет, ну это как бы там не очень понятно, как эта практика делалась. То есть это же не просто некие события, ну вот, либо в каких-то ситуациях, либо, ну, конечно, для определенного человека. Вот, либо это связано с просто какой-то предсказательной практикой. Это достаточно сложно понять Ну, сейчас. в смысле, она 3 раза каркнет или 8 раз? Ну да, там разного рода, вот я говорю, что Так, разного так. рода описаны вот эти крики ворона, допустим, пхак-пхат, потом еще какие-то, ну, вот с буквами написано. Ну как-то, видимо, они, как вот мы говорим, кря-кря, да, или там, как-то они разделяли это. Ну как именно это происходило, достаточно сложно сказать. Но это такие немножко курьезные такие вещи, конечно же, для современного мира. Но это целый такой большой раздел был. Или, например, там есть такие свидетельства, каким знаком является, если животное забежало в городскую черту. То есть это тоже фиксировалось. Также с этим связано, ну, это такие немножко экзотические вещи, но более практические знания из этой области, они связаны, и они были интегрированы как бы в работу астролога непосредственно. Ну, например, это вещи, связанные с физиогномикой, с исследованием ладони и со знаками на теле. Конечно, эта область, она такая промежуточная часть из вот этих практик, они принадлежали медицине. И если вы знаете, вот, в аюрведической традиции и вообще в любой медицине, которая пользуется, древней медицине, такого рода практики диагностики фактически, они играли очень большую роль, потому что не было как бы технических средств, не было каких-то технологий рентгена, МРТ, там, и так далее, которыми мы сейчас пользуемся. Поэтому вся диагностическая процедура, вся диагностическая работа лежала на враче. И поэтому, если мы возьмем юридические трактаты, там можно найти большое количество методик определения болезни, определения состояния человека, склонности, ну, вплоть до того, что есть, как бы, ну, это немножко такая тема не афишируемая, но есть, например, знаки смерти, которые, ну, определенные там свидетельства, которые свидетельствуют о том, что человек через некоторое время покинет этот мир. И такого рода практики тоже используют в джотише и были как бы интегральной частью этой науки в силу того, что, например, они используются для определения времени рождения, для уточнения времени рождения. Или еще есть, вот во многих трактатах есть такие разделы, которые посвящены знакам, которые происходят во время рождения. То есть мало того, что там человеку составляли, ну понятно, не простому, а какому-то, ну, например, царю там, или какому-то сановнику, ему составляли карту точно рождения, но и очень внимательно наблюдали, какие знаки происходили во время рождения. И вот в частности, если происходили определенного рода знаки, они могли очень серьезно трансформировать понимание собственной натальной карты. Вот это достаточно интересная вещь. То есть как бы нету детерминизма такого. Нету как бы такой резкой границы между мантическими практиками и, собственно говоря, астрологией. Есть технологии диагностики по дыханию. То есть вот астролог по дыханию человека, который к нему приходил, тоже делал определенные выводы, и в том числе они были связаны с временем его рождения, с уточнением времени. Понятно, что вот эта часть, она тоже имеет весьма древнее происхождение, и, безусловно, она древнее, чем натальная астрология. Древнее, чем натальная астрология.